Хотя не треба. Вот и вытребуйте на YouTube. Янка Гетована, так? Жили так, больше перегнанные, очищенные. И один з мешків жита засипають і гоняться. На продаж, конечно. Ну, я його купив у этого хлопця. У свого сяду, скажи. Аля, пожив, я думаю, з этого, правда? Они имели сожженочки 10 год назад тут, так? И у нас уже висел стяг, он первый, кто открыл нам нашу хату. У нас вообще не было ничего зроблено. И тому завсёды мои все бранные, добро, завсёды спільно. И вот, если можно, я мог бы поручить быть маршалом стола. Ну, ты человек, который докладно, вельми демократично, кожному подходит. Нема такого расейщины, что там пейте, что. А він вільний, незауважний. Вот давай, сзади уже достали. У людей уже слинка идет. Начнем мы вот с этой горелки, да? Ну, потому что надо ее поспробовать ритуально. Я думаю, на всех ее хватит. И на 43, 44, может 45 прикладно. Так, ну а спочатку починаем на месте. Добре? Ну ты да. Отче наш, который есть на небе, святи семя Твое, приди володарство Твое. Будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дом, подай нам сегодня. И отпусти нам грехи наши, мы отпущаем и не будь нас Вопрос Леонидас, который всю свою жизнь, а ему было за 50, отдал борьбе за эту коммунистическую, эту бредовую идею. И в результате итог. Он окончил 2 университета, один во Франции, один в Соединенных Штатах, и всю свою жизнь посвятил вот этому делу. И результат 25 тюремного. И он говорил, согласен на коленях ползти до Греции, чтобы выпросить у своего народа прощения, чтобы за то, что я был такой дурак, за то, что поверил в эту бредовую идею и всю свою жизнь посвятил этой идее. Так вот, надеюсь, что молодое поколение будет знать, что такое эта коммунистическая, эта бредовая идея, это сатанинская, это бесовская идея. И не допустит, чтобы эта идея восторжествовала. Правда, в Белоруссии стоят эти
памятники этим убийцам-параноикам. Это еще коммунисты ходят на демонстрацию с флагами, носят портрет их. Ну, во всяком случае, я пью за то, чтобы наши покуты не прошли даром. Чтобы молодежь помнила и знала, что за этим словом скрывается и против чего надо всеми силами бороться, чтобы оно не восторжествовало. Дякую. Дякую, велике. Дякую. Нет, вы то скажите. Горько. А кого целовать? Я хотел сказать одно, что сопротивление было всегда, вот о чем говорили, и сопротивление было в наше время. Это 56-й год, это 20-й съезд, это оттепель так называемая. Но мы видели, что это оттепель дальше каких-то пропагандистских таких шагов не идет. Поэтому мы хотели ее продвинуть дальше. И только и всего. Вот так возникло диссидентское движение по всему Советскому Союзу. Ну, что могли, то сделали. А тост? А то живе Беларусь. Слава Украине. Слава. Живе Беларусь. Что близость это состоит в том, что каждый из нас, будучи очень близкими, каждый стремится к самостоятельности. Так стати ще ближе. Нет, Кстати, самостоятельность еще ближе. потребна. Никто ж Европа не настолько відмовляє была незалежно. самостоятельна, и как они сейчас объединились? Да, да. А якщо треба однакові тарифи для Тост пропуску был, панове, російських... экономист. Что не успели. Полтавский тост маленький, співочий. Ой, у саду вишневому, ой, у саду вишневому, там пташки поють, там пташки поють. Ой, там наші родителі, ой, там наші приятелі, медгорілку п'ють, медгорілку п'ють. А Надійка наливає, всі гості випивають за многое літ, за многое літ. Многое літа, дай насієм жита, дай поставим копи, да вдаримо в гопи, 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 гоп. А чарочка хлоп. На белорусской мове, зауважьте, поп написал на белорусской мове. Дадзена вернику церкви святого Миколы Чудотворца, что у местечку Бобр Минской епархии Белорусской православной церкви Пушкину Александру Миколаевичу, з'являючися верником церкви регулярно, 2 рази у год, прибігає до таїнства сповіді і причастя. Прилучає сина Миколая до православної віри. Регулярно, кожну неділю приводить його до причастя. Активного уділу в житті прихода апошнє 8 років не приймає. У церкві поводить себе стіпло. До політичних діянь нікого з інших вірників не призиває.